Провалиться под пол или оказаться под обломками крыши – этого опасаются жители нескольких домов в Учелинском районе. Ветераны труда, проработавшие на железной дороге десятки лет, вынуждены своими руками поддерживать состояние здания. Почему строения не признают аварийными, выясняла Айгуль Хатыпова. То, что мы не оплачиваем вот этот капитальный ремонт, а за что мы должны платить? Дома были построены в конце 50-х годов для сотрудников железной дороги. Когда-то это жилье считалось элитным, рядом возвели детский сад. Но с годами стены обветшали, стала протекать крыша, а фундамент можно буквально разобрать руками. Мы штукатуры и маляры, вот, пожалуйста, и так можем. Пожалуйста, мы можем и кирпичики вот так вот дом по кирпичам все вытащить. Так, и тут можем, вот, к сожалению, у нас не хватает у меня. Так, вот, помогает нам. Если еще тут так посыпать, непонятно что. И так можно добраться прямо до комнаты. Все прекрасно у нас. Здания разрушаются не только снаружи. Внутри домов кирпичи тоже можно свободно вытащить из стен. Александр Петров – железнодорожник. Эта квартира досталась ему от матери, которая, в свою очередь, получила ее более полувека назад за работу на путях. Здесь прохладно, плесень везде. Все разваливается, кирпичи падают, электричество замыкает, лампочки перегорают. В 4 домах по улице Железнодорожной проживают более 120 человек. 17 из них – дети. По словам местных властей, в том, что жилье пришло в негодность, виноваты сами люди, не оплачивающие взносы за капремонт. Согласно жилищному кодексу, должны своими силами содержать внутридомовое имущество и содержать дома в нормальном состоянии. То есть ремонтировать крыши, стены сами, да? Текущий ремонт они, согласно жилищному кодексу, должны полностью содержать. Обветшалый фундамент – это не все проблемы жителей. Подвалы дома из-за устаревших коммуникаций заполнены водой, а полы в квартирах и подъездах буквально разрушаются под ногами, что добавляет людям острых ощущений, особенно родителям. Я вот на работе сижу, если у меня ребенок упадет, я в ответе буду, что ли? Конечно, я буду. А куда смотрят? Администрация, сельсовет. Вот у меня дети стоят. Каждое утро в школу, в садик выходят. Этот дом 1955 года постройки, и по словам проживающих, капитального ремонта здесь никогда не было. А вот из этой квартиры люди съехали из-за невозможности восстановления пола. Сейчас дверь здесь открыта, и соседи опасаются, что дети, играясь, могут зайти сюда и провалиться. В 2006-м эти дома признали аварийными. Людей должны были расселить до 2015 года. Однако вскоре Верховный суд отменил это решение. Там очень много положений, где она должна участвовать, сколько эти дома должны там в процентном соотношении. По многим параметрам они не прошли, не уложились в эти критерии. Поэтому, скорее всего, так. Я 100% вам, конечно, не могу ответить точно. Дело давнишней давности, 14 лет прошло. Осенью прошлого года администрация вновь заказала экспертизу домов, и их снова признали аварийными. Однако возникло новое обстоятельство. Оказалось, земля под зданиями не принадлежит муниципалитету. Она находится в собственности у Российской Федерации и в аренде у РЖД. Пока администрация разбирается с темными пятнами прошлого, люди ждут капитального ремонта, который планируется только через 9 лет. Главное – дожить до этого дня целыми и невредимыми, говорят жильцы. Они надеются, что их услышат и чиновники разберутся в этой непростой ситуации. Айгуль Хатыпова, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев и Игорь Иванов. Новости. Учелинский район.